3 федеральных проекта и более 15 целевых показателей. Национальный проект «Культура» сегодня – это повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны. В прошлом году в республике реализация проходила на хорошем уровне. Модернизация кинозалов, обеспечение грантовой поддержки творческих коллективов, создание центров культурного развития и библиотек. Модельные библиотеки нового типа представляют собой современные здания, современные помещения, оснащенные всей необходимой техникой, всеми необходимыми условиями для комфортного получения информации в разных носителях, будь то электронные носители или бумажные носители в виде книг. Модернизация этих библиотек, она заключается не только в каком-то ремонте или в каком-то дизайнерском решении этих помещений, но в том числе и укомплектованием большим объемом современной литературы, и научного типа, и художественной литературы, и создание всех необходимых условий для комфортного пребывания в этом помещении. Начатая в середине 2020-го реконструкция театра юного зрителя в Назрани близится к завершению. Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт ЮЗа, более 130 миллионов рублей. В здании, как и прежде, будут располагаться коллективы театра юного зрителя и Русского музыкально-драматического театра. Не забыли и о костюмерах. Подготовили специальное место для работы 3 цехов по производству костюмов и декораций. Помимо ремонта, театр будет оснащен и оснащается современной техникой, звуковой, видеотехникой. Также там будут новые и кресла, будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Для детей будет организована специальная зона, в которой они могут находиться. Будет такой детский бар, где можно попить соки, воды, сладкая вата. Год народного искусства и нематериального культурного наследия. В этом году у министерства не меньше планов и задач. Одна из первостепенных – закупка современного оборудования и обновление экспозиций в муниципальных музеях. В 2022 году в федеральном бюджете регионам предусмотрено 420 миллионов рублей. Господдержка позволит модернизировать музеи по всей России. Министерство культуры в реализации национального проекта «Культура» является таким связующим звеном муниципалитеты, в которых находится большее количество учреждений культуры, дома культуры и так далее, как бы неким связующим звеном между федеральным министерством и муниципалитетом. И занимается организацией и координацией деятельности в реализации национального проекта «Культура». Планируется и материально-техническое обеспечение домов культуры республики, в частности, закупка музыкальных инструментов. Сотрудников центров изменения тоже не обойдут. В этом году выбирать будут лучшего работника культуры, а для тех, кто хочет повысить свои знания, проведут специальные курсы. Это проект рассчитан на работников творческих учреждений Республики Ингушетия. Мы все знаем, что повышение высшего образования и повышение квалификации – это, в принципе, затратная история, которая требует финансовых вложений, если это второе образование, высшее или курсы какие-либо. Но в данном случае в рамках нашего проекта «Культура» есть возможность получить хорошие знания, новые какие-то навыки в работе уже работающих работников в сфере культуры нашего учреждения. В условиях сложной эпидситуации проведение многих культурно-массовых мероприятий было невозможно. Как помощь в таких случаях также предусмотрен национальный проект, благодаря которому в 2022 году республика закупит 2 многофункциональных передвижных культурных центра для удаленных сел. Это такой мобильный многофункциональный комплекс, концертный комплекс, то есть это автомобиль, который выезжает, становится на площадку, которая позволяет сделать выдвижную сцену. В этом автоклубе установлено все необходимое оборудование, в том числе и кинозал, проектор, имеется в виду звуковое оборудование, микрофонные стойки и необходимое оборудование для дачи такого хорошего концерта. В общем, год народного искусства и нематериального культурного наследия обещает быть насыщенным. Национальный проект «Культура» в Ингушетии и дальше будет реализовывать, обеспечивая интересную жизнь жителям региона. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.